Вопрос. Идем дальше. Будем говорить о том, что происходит в Грузии, в Тбилиси, в частности. Наш гость, у него сегодня премьера, Максим Харитонович Гвинджи, помощник президента Абхазии по международным вопросам. Максим Харитонович, добрый день. Добрый день. Как приятно видеть тепло на заднем плане, да. Максим Харитонович, вопрос серьезный. Во-первых, спасибо большое, то, что откликнулись и подключились к нам сегодня. Вот давайте поговорим о том, что сейчас происходит в Тбилиси, в Грузии. Мы должны проанализировать ситуацию. Прежде всего, конечно, мы понимаем, что Абхазия рядом, и очень много наших людей бежало через Абхазию, в том числе и в Грузию. Как вы видите эту ситуацию? Это новый Майдан или вот просто какой-то такой вот митинг? Что мы упустили? Что мы должны отметить для себя? Ну, по всем характеристикам, по всем очевидным показателям, да, по кадрам даже, это, конечно же, очередной Майдан. В Грузии, к сожалению, это происходит с какой-то периодичностью особенной. Вот. И сейчас, да, это абсолютно Майдан, и заявление МВД Грузии говорит о том, что акции протеста и свободного выражения воли перешли уже в насильственный характер. И мы видим, что за этим Майданом стоят определенные силы, так же, как и на Украине. Практически по методичке создается ситуация, которая может обернуться очень трагическими последствиями. В чем опасность для Абхазии вот этих всех событий? Мы же понимаем, что это все с намеком туда. Ну, опасность в том, что так же, как и на Украине, потому что сейчас это вот буквально можно сравнивать по телевизору, это все очень явно, что радикальные силы, которые, к счастью, в меньшинстве, но, к сожалению, они, бывает, меняют всю картину в государствах, и на Украине, и вот в Грузии. И вот эти радикальные силы могут прийти к власти и начать очередную военную авантюру против Абхазии и Южной Осетии. Ну а вот сегодняшнее руководство Грузии, мы же видели, когда только это все случилось, президент Грузии, будучи в Америке, да, все на фоне, прежде всего, статуи свободы, все оттуда вот вещало, не поддерживало, накладывало вето на этот закон, который в первом чтении был принят по поводу иноагентов. Вообще, конечно, ситуация такая, так себе, да, то есть, казалось бы, что такое закон об иноагентах, который разработан штатами и был принят там, по методичке принимался здесь, но вот неожиданно не пришелся ко двору. А это все же для отвода глаз? Это все же для замыливания ситуации? Это все, скорее всего, для нагнетания ситуации, для создания вот этой нестабильности. Вы знаете, что основными антагонистами вот в этом процессе принятия закона выступают США. И Боррель тоже отметился, что, оказывается, этот закон противоречит европейским ценностям. Вот в США этот закон не противоречит европейским ценностям, а вот принятие его в Грузии противоречит. И то же самое, вы знаете, выступила посол США в Грузии с критикой этого закона. Нед Прайс, представитель Госдепа, сообщил, что это закон, навеянный Россией. Ну, как вообще можно говорить, что в Грузии Россия может что-то навеять, особенно в принятии законов? Это просто какой-то парадокс очередной. И видно, что американцы как бы в ручном режиме создают снова новый Майдан в Тбилиси для того, чтобы развязать ситуацию. Скорее всего, планы на будущее – это открыть второй фронт. Ну и вот эти все заявления, да, которые звучали в Тбилиси, Сухуми, понятно, что жители Абхазии здесь, ну, не то что остались недовольными, а сделали для себя определенные выводы. Что не просто Мы, так вот эти выкрики делаем на выводы, хаотичном конечно, митинге, неподготовленном, да, в кавычках. да. И мы видим, что зачинщиками, да, этих беспорядков и зачинщиками вот таких радикальных высказываний и требований, давайте там пойдем на Абхазию, являются очень много приезжих гастролеров, в первую очередь из Украины. Там очень много украинских флагов, и в толпе просматривается очень много людей славянской внешности, скорее всего, из Украины. Вот. И поэтому это нас, конечно, все тревожит. Нынешнее руководство Грузии, которое изначально, вот с начала проведения спецоперации, выступало более-менее рационально, отказывалось открывать второй фронт. Мы, конечно, с вниманием следили за всей этой ситуацией, за их высказываниями, и у нас создавалось впечатление, что да, в Грузии действительно смотрят
в сторону мирных процессов, не стремятся к новой войне. Но нас пугает то, что радикалы, которые могут прийти к власти, захотят начать войну. Не могу не спросить по поводу мобилизации абхазского правительства, потому что мы же понимаем, приграничные зоны, да, и то, что было уже, казалось бы, в далеком 2008 году. Но вот как здесь происходит сейчас, вы же общаетесь, какие акценты сейчас делаются? Прямо сейчас, в данный момент у нас проходят учения в приграничном с Грузией районе. Принимаются все необходимые меры, они уже принимались с начала проведения специальной военной операции. Естественно, мы, как говорится, готовимся к самому худшему, но надеемся на мир. А в плане мобилизации, ну, вы сами знаете, в этом плане Абхазия как бы всегда единая. У нас нет необходимости как-то агитировать собственный народ для того, чтобы защищать Родину. Ну и конечно бы очень не хотелось, если бы произошла... который сейчас воюет, Максим Харитонович. Поэтому здесь я прошу прощения, Абхаз, Ахра, Авицба, да, мы же понимаем, какие парни воюют, и действительно вот это настроение, человек воин, ну по-другому-то про абхазов и не скажешь. Я сейчас вообще не, именно вот на Абхазию делал акцент, потому что мы разговариваем о приграничных зонах. Понятно, что осетины, русские, татары, башкиры, в общем, всем миром навалились русским. Ну вот хороший вопрос от наших зрителей. А что же случилось такое с Грузией? Ну вот никогда не были замечены грузины, да, вот в этих настроениях, я даже процитирую, в связях с нацистами во время Великой Отечественной войны не были замечены, да, и понятно, что Иосиф Виссарионович Джугашвили, как настоящий грузин, который был, да, первым человеком в Советском Союзе, что с ними случилось, что происходит? Вот так легко взяли и поддались на эту на всю после развала Советского Союза? Ну, я бы не сказал, что в Грузии не было вот этих настроений, как бы шовинизм, национализм, который потом, после развала Советского Союза, приобрел вот этот радикальный характер. И этот шовинизм, национализм стал причиной и войны, когда в Грузии, и некоторые до сих пор представители грузинской общественности, там ученые, говорят о том, что абхазов никогда не существовало, мы какие-то люди пришедшие, есть только нация одна. Есть даже такая шутка, что в мире появились два народа, самые первые, это грузины и не грузины. Ну, это говорят некоторые, я не говорю обо всех грузинах. В Грузии у меня много знакомых, и мы общаемся на разных площадках по переговорному процессу. Я очень много вижу людей, которые смотрят более-менее адекватно на ситуацию. Я уверен, что в Грузии больше людей, которые не хотят войны, чем тех, которые хотят. В Грузии тоже есть очень много людей, которые смотрят на мир не так, как это хотели бы киевские власти сегодня, которые требуют от Грузии открыть второй фронт. Вообще в этом деле, вот и с грузинским Майданом сейчас, то, что там происходит, зачинщики здесь определенно, они видны, они на поверхности, они выступают открыто, делают четкие призывы. Это, естественно, Соединенные Штаты и США, и Украина. И Украина, и Соединенные Штаты действуют в этом случае абсолютно необдуманно. Ну, как бы со своей стороны США обдумывают это все, но Украина действует необдуманно. И ввергать Грузию в новую конфронтацию, в новую войну, которая может привести к тому, что Грузия вообще лишится всего того, что она имеет. Я уже не буду говорить о... Ну, самое главное, это жертвы с обеих сторон. Нам это не нужно. Посмотрите, какая прекрасная погода, весна. Люди гуляют по улице. Мир намного лучше любой войны. Надо сделать все, чтобы избежать. Но, тем не менее, хочешь мира, готовься к войне. Это тезис, который сейчас вспоминается чаще и чаще. Поэтому мы сегодня тоже эту тему проговаривали, то, что надо воспитывать в подрастающем поколении не только любовь к родине, к патриотизму, но и действительно восстанавливать вот те НВП, учить обращаться с оружием. Но, к сожалению, мы же понимаем, что сейчас вот та самая Европа, которая полностью легла под Госдеп и под Мишель,
Ми-6, что их скоро ждет одна участь. Там есть здравомыслящие люди, бизнес, понятно, что они этого абсолютно не хотят, но марионеточные режимы, они вот заточены именно под это. С Грузией примерно случилось то же самое. Все-таки мы хотим верить и надеяться, что вот этот вот стихийный, как они его в кавычках называют, митинг не перерастет, боже упаси, то, что произошло на Украине уже в далеком 14-м, но понятно, что отголоски до сих пор идут, и все эти персонажи в виде Мишико там и так далее, которые по-прежнему вылазят на первый план, я по-другому не могу глагол другой, да, применить к этому именно персонажу, который бьется там в истериках, то он не встает, то он бежит, то он ждет, что сейчас он снова станет новым президентом. Вопрос по безопасности Абхазии мы уже обсудили. Понятно, что сейчас надо держать все на чеку, но тем не менее, мы же понимаем, что разгул иноагентов и у вас тоже продолжается. Вот само название иноагент, как вам вообще вот это вот? Потому что пора какие-то, мне кажется, радикальные меры к предателям Родины уже применять. Ну, знаете, вот в Абхазии все-таки здесь нельзя как бы причесывать это одной и той же гребенкой. В Абхазии после войны и после того, как Абхазия оказалась в блокаде, гражданское общество абхазское стало основным двигателем всех и экономических, и культурных, и внешнеполитических процессов, народная дипломатия и так далее, и так далее. Естественно, многие наши представители гражданского общества осуществляли эти проекты в рамках сотрудничества с западными организациями, западными НПО. Но если говорить о представителях вот этого, да, вот абхазского гражданского общества, которые сотрудничают с НПО из других стран, получают некоторые гранты. Большинство этих людей я знаю лично. Они такие же патриоты своей страны. У нас нет расхождения внутри, например, вот наши абхазские представители гражданского общества не выступают за то, чтобы Абхазия стала частью Грузии. Я не слышал от них антироссийских каких-то заявлений. У нас нет спора в обществе по поводу вектора нашего развития. Да, вот с кем дружить. Там, дружить с Западом и идти на Запад и ссориться с Россией, как это принято во многих постсоветских республиках. Несмотря на то, что нам очень часто западные, так сказать, партнеры предлагали такую опцию. И, естественно, в защиту вот этого курса дружбы с Россией, сотрудничества с Россией всегда выступали представители всех слоев нашего общества. Здесь очень трудно делить это все на иноагентов и просто патриотов в нашей стране. Хотя это мое личное мнение. Вы знаете, вы можете поговорить с другими людьми, у них будет другая совершенно оценка. Но в Абхазии я не помню, чтобы на какие-то деньги западных спецслужб или какого-то НПО была совершена какая-нибудь революция. У нас бывали здесь политические нестабильности и митинги, и вы знаете, это происходило, когда президент уходил раньше времени. Но я не помню, чтобы были замечены случаи, когда иностранные, как говорится, организации спонсировали это напрямую. Это все часть внутренних процессов в Абхазии. В Абхазии, как говорится, очень, очень активно, очень сильно развита демократия. И иностранные иноагенты не смогут приехать и научить нас, как правильно вести или как правильно жить в демократии. У нас своя здесь кухня, мы сами как-то в ней крутимся, и как-то у нас это получается. Хотелось бы, конечно, чтобы получалось лучше, но есть так, как есть. Ну, честно говоря, я вот этого вот, знаете, участия иноагентов в политическом или влиянии их на политические какие-то процессы в стране, я лично не вижу. Но это мое мнение. Ну, мы понимаем, что они присутствуют, и пятая колонна тоже периодически себя заявляет. Максим Харитонович, ну вот, знаете, тоже тонкий вопрос, небольшая справка. Вот к 2020 году население Абхазии около 245 тысяч населения, ну, 250 тысяч жителей Абхазии, это понятно, но мы понимаем, что там живут и грузины, а мы же возвращаемся к вопросу проработки спецслужб, ну, штатовских прежде всего, и Ми-6, который подключается к таким вопросам, проработки именно населения, да, о влиянии
о влиянии тех или иных субъектов, давайте их назовем, конкретных организаций, будь то какие-нибудь малочисленные, неважно, они все равно присутствуют, и работа с ними ведется. Вот здесь как? Как ведется внутренний процесс, скажем так, идеологического, ну, не воспитания, а проработки вот таких вопросов, что вас с вами могут работать, имейте в виду, вас могут настраивать не так, как нужно. Вот, знаете, Ну, может быть, знаете, путано как-то говорю, но просто у я нас это понимаю, иногда я прям очень понимаю, что вы открыто говорите, видно. абсолютно верно. Но, вы знаете, в Абхазии вопрос идеологической работы, вот для меня лично, это когда я приезжаю в свою деревню на фамильное кладбище, и там лежат, там несколько могил моих близких, которые погибли в той войне в 92-93 году. И я не один такой. Каждая семья в Абхазии была затронута этой войной. Каждая, абсолютно каждая семья потеряла своих близких. Я преподаю также в университете, общаюсь с молодежью, с студентами. Они очень патриотично настроены. Им нет необходимости объяснять, что такое Родина и как любить Родину. Им нет необходимости объяснять, где добро и зло. Им нет необходимости объяснять, что такое Запад для Абхазии и что такое Россия для Абхазии. Ну, я вот этого не встречаю. Бывает, конечно, как и люди, вот все молодые, есть какой-то уровень максимализма, да, вот такой подход, вот именно так, вот черное и белое, и нет серого. Есть такое, встречается. Но по большому счету среди нашей молодежи я вижу всех патриотов. Хотя они не видели войны, они не видели этих всех страданий. Да, они помнят своих предков, которые погибли, но они не застали этого. И несмотря на это, они все первоклассные патриоты, и они очень здорово и трезво оценивают ситуацию. И даже то, что сегодня происходит в Грузии, вот бывает мы на лекциях это обсуждаем, вы знаете, у них для получения информации примерно такие же источники, как и у нас с вами. Но очень часто они выступают с какими-то новыми интересными идеями. Я когда смотрю на них, я реально горжусь. Максим Харитонович, очень тоже, знаете, щепетильная, но не менее важная тема. Это вот когда началась специальная военная операция, это не только денацификация и демилитаризация Украины, но это внутреннее очищение России. И мы видим, что те предатели, которые в открытую это заявили, да, отлично. Но вот те самые бегуны, которые в том числе и убежали к вам. Как вообще к ним отношение? Какое к ним отношение? Ведется с ними какая-то работа? Не знаю. Мы же понимаем, что их очень много прибежало. Это же все-таки граница, это же какие-то учеты там и так далее. Но вот само отношение патриотично настроенного народа, да, Абхазии, вот к русским, неважно какой они национальности, которые вот сбежали от какой-то такой ситуации, бросили свою страну, из чего-то испуганные патриоты, ну, сейчас здесь, наверное, уже не стоит о них, это немножко другая тема, вот именно вот о тех, кто испугался и сейчас пытается жить и зарабатывать в Абхазии. Я не видел много таких людей. Я очень часто вижу туристов. Вот сейчас даже сижу на лавочке, я вижу людей приезжих. Я не знаю, кто они. А может, это одни из тех вот бегунов. Но в Абхазии их, безусловно, не так много, как в Грузии или в Армении. Ну, я, знаете, о чем думаю очень часто? Все-таки мы все сегодня отстаиваем русский мир, да, православие. Мы все отставим ценности, наше общее героическое прошлое. И вот, и посмотрите, кавказцы, и сибиряки, татары, кто угодно, мы все одно целое. И вот я часто думаю, там, христиане, мусульмане, какая вот общая линия, какая у нас идет общая линия? Это все-таки, вот даже если вы видите вот кадры с войны и наше обращение к украинским военнопленным, и бывают, попадают кадры, вот эти все их видно, как наши общаются, как наши берут в плен, что наши говорят. Наши, я имею в виду, вот вы поняли, наши, да, все. Все, вся вот эта армия. И что у нас есть? У нас есть человеколюбие, у нас есть великодушие, и у нас есть, благодаря этому великодушию, все прощения. Я, знаете, как я твердо верю, что придет день, когда
когда эти бегуны и эти предатели, они поймут. Некоторые люди, нельзя судить всех, некоторые менее как бы подготовлены, у некоторых нет такого стержня. Ну, ну ладно, ну что делать сейчас? Не будем на них зацикливаться, идем дальше. Мы должны нести эту главную нашу ценность – великодушие, человеколюбие и всепрощение, как нас учил Христос. И в этом наша победа, потому что закончится эта война. Мы пойдем дальше. Нам придется еще противостоять и врагу, который будет более обозлен. Мы должны нести особенную миссию в будущем. Эта миссия должна основываться на вот этих традиционных ценностях, которые мы защищаем. Мы боремся против однополых браков, мы боремся против этого всего либерального мусора, который нам пытаются навесить и закидать наши страны, и заставить нас жить вопреки нашим традициям, нашим обычаям. Я думаю, знаете, все-таки вы правы, вот эти бегуны, если я даже его увижу, скорее всего, у нас возникнет дискуссия. Я постараюсь, кстати, вот вы меня натолкнули на интересную мысль, я постараюсь поймать сегодня где-нибудь в кафе или в ресторане и поговорить с таким человеком, мне было бы интересно. Я даже представляю, что он скажет. Вот как мне в этом случае поступить, да, что мне ему сказать? Да, ты предатель, ты трус, но все равно я его прощаю. Это придет время, когда мы донесем нашу мысль, донесем нашу миссию, когда мы как единое целое станем центром, мировым центром защиты традиций, культуры других народов, другие потянутся к нам. Все изменится во всех обществах, во всех кризисных ситуациях бывают предатели и те, кто отдают свои жизни, идут до конца. Я помню, как дед рассказывал про войну, про Великую Отечественную. И как я вот теперь сравниваю некоторые его рассказы, мне было трудно поверить. И тогда были бегуны, представляете, в то время. И тогда бежали, и тогда предавали. По-разному сложилась их судьба. Бог им судья всем. Всем им Бог судья. Да, пусть Бог рассудит. Я не буду судить. Немаловажный вопрос именно по поводу веры. Мы понимаем, что сейчас всячески пытаются искоренить нашу русскую веру, неважно какой она национальности. Очень важные темы прокачиваются либерастами, ЛГБТ-повесткой. И казалось бы, да, уж где-где, а на Кавказе, чтобы кто-то прогнулся под этой повесткой. Но мы отчетливо понимаем, что это... Прежде всего, естественно, влияние и Госдепа, в частности, и других разведок, это и деньги прежде всего. Но вот если возвращаться к новому Майдану, пока, к счастью, в кавычках, наверное, все-таки не хотелось вот этого сценария, прежде всего для Грузии, для нашего дружественного народа, наших братьев, грузин. Понятно, что там есть адекватные люди, но просто вот так получается, что подготовленный, как они говорят, стихийно, но подготовленный митинг, он, конечно, влияет прежде всего на неокрепшие умы. Люди тоже пытаются выходить и что-то реагировать, но потом, когда понимают, что вопрос-то совсем другой, и они там уже в этом поучаствовали, мне кажется, многих, конечно, отрезвляет. Но, тем не менее, вот давайте подытожим, насколько действительно все в Грузии будет развиваться по кальке Украины? Извините, повторите конец вопроса, я плохо расслышал связь. По сценарию украинскому, насколько все будет развиваться вот в Грузии? Для этого есть все предпосылки. Особенно учитывая то, что за этим стоят, как обычно, посольства США. Они открыто выступают, они открыто призывают общество. В это сложное время для Грузии президент Грузии находится в Америке, выступает на фоне статуи свободы. Как вы думаете, неужели ее не проконсультировали? Как она должна выступить, что она должна сказать и как она должна отнестись к этому закону, который пытается принять парламент Грузии? Поэтому есть все предпосылки, особенно в условиях, когда очень опасно открыть второй фронт против России. США сделают все, чтобы сценарий в Грузии развивался по-украински. И здесь теперь остается просто надеяться, что здравые умы в Грузии, они окажутся в большинстве, что они выдержат, что они смогут противостоять этому. С другой стороны, мы все должны им помочь в этом деле. Трудно, конечно, как-то это представить, как Абхазия здесь может помочь, но
мы не хотим воевать, у нас нет этого желания. Но если они придут, у нас не останется никакого выбора, кроме как защищаться и очень ожесточенно. Максим Харитонович, спасибо большое, то, что подключились. Максим Гвинджи, помощник президента Абхазии по международным вопросам. Телеграм-канал можно найти в виде ссылочки в нашем анонсе у нас на Волга Лайв Z. Максим Харитонович, хорошего вам дня. Ну и держим руку на пульсе. Спасибо, то, что были сегодня.